По нашей республике, ну, все вы знаете, что у нас до сих пор был один, который находится под подозрением. Подтверждения до сих пор еще у нас нету. Как только подтверждение появляется, федеральная служба на своем сайте публикует это сообщение, там список идет регионов, где что зарегистрировано. Это происходит каждый день где-то в 12 или 13 часов по мере готовности информации. У нас нет по этому случаю пока подтверждения, но есть за сегодняшний день еще 2 случая, которые положительный результат дали, мы перепроверяли. Пробы готовятся к отправке в противочумный институт города Москвы на подтверждение. По тому, который у нас уже был госпитализирован первый, у него состояние удовлетворительное, даже легкой степени, можно расценивать просто как инфицирование. Эти 2 подозрительные, они тоже находятся в стационаре. Их анализы несколько раз перепроверялись, но окончательное подтверждение тоже мы получим только из противочумного института города Москвы. Что касается лиц, находящихся под наблюдением, у нас сейчас жители республики уже, наверное, знают, что количество рейсов из Москвы сокращено. До 1 рейса будет летать вечером 1 рейс из Шереметьево. Этот 1 рейс и нельзя отменять, потому что очень много бывает государственных дел, неотложных дел каких-то. У людей бывают разные жизненные обстоятельства. Но вот теперь все прилетающие этим рейсом, они проходят анкетирование. Эти данные нам наши специалисты работают в аэропорту и работники аэропорта. Они собирают анкеты. По этим анкетам мы обзваниваем всех прилетевших из Москвы. И тоже на них, в общем-то, распространяется режим домашней самоизоляции. Мы предварительно с ними оперативно беседуем сразу, разъясняем им все требования и потом уже рассылаем постановление домашней самоизоляции. На сегодняшний день, вот, на состоянии по 13 часов сегодняшнего дня, 2 апреля, у нас под наблюдением находится 233 человека. Это те, которые сегодня находятся. Я уже говорила и вчера, позавчера, что у нас эта статистика в динамичном состоянии. Кого-то мы снимаем, кого-то добавляем каждый день. И вот на сегодняшний день эта цифра 233 человека. Все они извещены, со всеми не проведена работа. Есть, конечно, лица, которых мы не можем найти, поэтому, в принципе, часто бывает и обращение на горячую линию, которая у нас, кстати, работает круглосуточно. Еще раз хотела бы напомнить номер для тех, кто не знает. Это 8 800 100 60 66. Постараемся ответить на все вопросы, которые интересуют наших жителей. Поэтому хотелось бы те люди, которые приехали из Москвы или из другого региона, оперативно извещали о себе и нашу службу, и медицинские службы для того, чтобы за ними было установлено медицинское наблюдение.